О, Привет! Привет! привет, привет. Привет, Привет, добро Людмила. пожаловать. Да, спасибо, что согласилась выйти с Это нами в вам прямой спасибо, эфир. что пригласили меня. Меня зовут Вероника, я живу в пригороде Сан-Франциско. Ну, Наташу ты знаешь. Да. Да, я Наталья, живу в Йоханнесбурге, ЮАР, Африка. Классно. Я Людмила, я сейчас живу в Танзании на Занзибаре. Классно, очень приятно познакомиться. Добро Приятно. пожаловать. Спасибо Да, большое. Извини, что так поздно, знаешь, да, вот эти вот времена, мы все на других континентах. Да. Да, так что извиняемся, но мы очень рады тебя видеть и рады тебе задать вопросы, которые наши читатели бы хотели знать. И Хорошо. я бы хотела попросить сейчас Милу объявить о конкурсе, который она любезно хотела бы провести. Да, вчера я купила такие две замечательные картины и, честно, не знала, кому подарить. Поэтому сегодня я решила то, что я разыграю среди зрителей. И когда выйдет запись прямого эфира, нужно будет в комментариях написать Акуна Матата и все. И мы среди комментариев выберем победителя и отправим вам эти две замечательные картины. ух ты, здорово. Да, я видела у Здорово, тебя вчера здорово. сторис. Да. Такие прямо красивые, аутентичные картины. Поэтому, дорогие зрители, не пропустите. Да. Ну что, зададим первый вопрос. Я могу к тебе Давай. обратиться, Мила, да, или ты предпочитаешь Людмила? Можно, Мила? Тогда Ну, давай, Людмила, давай немножко о себе, да, чтобы наши зрители знали, с кем мы сегодня общаемся, где ты выросла, какое у тебя образование. Хорошо, я родилась сама в Якутске. Мне 28 лет. Закончила школу в 2010 году, физико-технический лицей. Это моя любимая школа. И Классно, мой брат закончил тоже. А, да, классно. ФТЛ, ага. Да, ФТЛ. После школы я поступила в Санкт-Петербургский медицинский университет, но я его не закончила. После третьего курса я ушла оттуда, потому что я поняла, что это точно не мое, это слишком большая Душа не ответственность. лежит. Ага. Да, и, конечно, моя мама расстроилась очень сильно из-за этого. Но самое главное, что, конечно, это был мой выбор в первую очередь, поэтому она потом смирилась. После этого я, получается, пропустила 1 год и не успела подать документы в университет и поступила в колледж, тоже в Санкт-Петербурге. Его успешно окончила. После этого я поступила в ФИИ, вернулась обратно, получается, в Якутск в 2017 году и поступила в ФИИ. В 2017 году тоже. Вот. И сейчас из-за того, что я переехала в 2020 году в Грузию, я взяла академию. Классно. И с 2020 года как раз вот мы с подругой переехали в Грузию, но из-за того, что случилась всем известная пандемия, у нас, скажем так, все накрылось, и мы уехали в Санкт-Петербург. Там где-то мы 3 месяца прожили тоже, вот это как раз-таки самый пик был, да, пандемии. И после этого мы уже просто уехали путешествовать по России, потому что все границы были закрыты. Мы очень долго ждали открытия границ именно грузинских, но они так и не открылись. Открылись только через год, как мы оттуда уехали. И мы сразу же, как они открылись, границы, мы сразу туда вернулись. Рассказать, да, тоже про Грузию немножко. Давай, Да, конечно, пожалуйста. да, очень интересно, потому что Грузия, мне кажется, сейчас набирает такие масштабы по туризму и прямо манит, ну, американцы с ума сходят по Грузии. Да, давай, так что рассказывай. Вот мы туда приехали, и мы случайно наткнулись на объявление о сдаче отеля. И, ну, на самом деле мы просто искали квартиру себе. 2-комнатную, либо 3-комнатную, чтобы к нам, если что, друзья приезжали и жили у нас. Вот. И мы наткнулись на отель, и он нам очень сильно понравился. Это, кстати, тоже была одна из моих мечт.
иметь свою гостиницу, ну, поработать так. Мгм. Вот. И мы долго не думая, мы просто сразу влюбились в эту гостиницу и сразу связались мы с агентом, назначили встречу с собственниками и уже поехали смотреть объект. И мы окончательно поняли то, что это наше, то, что мы хотим этим заниматься. И так случилось то, что мы собственникам тоже понравились, и уже мы заключили договор с ними. Но это тоже был такой период все равно пандемии, там был комендантский Мгм. час и все такое. Мы минимум хотели на год сначала арендовать эту гостиницу, но потом переговорили и решили все-таки на полгода. Ну, посмотреть и вообще понять для себя, каково это. Вот. И полгода очень хорошо отработали, мы прям... мы все первое время делали сами. Мыли полы, стирали белье, гладили белье, все сами заправляли, все комнаты сами убирали. Потом мы, кстати, тоже искали себе волонтеров, и у нас к нам приехали 2 девочки из Якутска, 2 студентки, и 1 мальчик из Казахстана к нам приехал, и они вот 1 месяц у нас жили, получается. Мы предоставляли Мгм. бесплатное жилье, завтраки, и они вот нам помогали. Ну, вы вообще такие молодцы. Это очень амбициозный план такой, я бы сказала, да? Ну да. Молодцы. Мгм. В другой стране организовать, Конечно, да, девушка, тем более, конечно, это очень упра- смело. управлять бизнесом и принимать гостей, это вообще, я не знаю, Да. я бы так не смогла. Но, Люда, давай мгм. тогда Да, перейдем, скажем всем Танзания. джамбо или джамбо, как предпочтительнее. Джамбо. Джамбо. Да, тут есть такая песня, которую мы с подругой постоянно поем, но я очень плохо пою, поэтому я не буду петь. Джамбо, да, это Мгм. как привет для иностранцев, и мамбо — это как дела. То есть говорят джамбо, мамбо. Мгм. И ответ мамбо. Классно. Да. Меня, ну, немного учили суахили. Это вот родной язык, да, получается, Мгм. танзанийский язык суахили, и второй язык — это английский язык. Вот. Наверное, Как у тебя суахили сейчас? суахили? Да, как прогресс? Кидого, кидого. Немножко. Да, немножко. Ага. Вот. То есть в Танзании сейчас на каком языке говорят вообще абсолютно все? Абсолютно все говорят, ну, местные, конечно, говорят все на суахили, но они все знают Мгм. английский. Английский язык — это их второй язык, получается. Потому что Государственный они, второй язык, да? да, они английский начинают учить очень рано, то есть дети Мгм. начинают ходить в школу с 4 лет, и вот начинают они учить английский язык. Мгм. Классно. А ты на скольких языках говоришь? А, Ну, хорошо, конечно, на русском, на якутском. Ага. И английский у меня не такой высокий уровень, но, в принципе, я нормально разбираюсь, разговариваю. Мгм. Вот Мгм. расскажи, пожалуйста, как ты оказалась наверное, самом красивом острове Восточной Африки и Это вообще в точно. Мгм. целом это прямо родина Фредди Меркьюри. Да, Занзибар известен своими, я не знаю, там дайвингом, кораллами, флорой и фауной. Вот давай рассказывай. хорошо. Вообще, как бы я о волонтерстве мечтала с детства, всегда. Мгм. У нас в наше время же показывали BBC, National Geographic, и вот я насмотрелась этих передач и тоже начала об этом мечтать. И уже повзрослев, конечно, у нас уже совсем другие проблемы, совсем другие заботы, и это все забывается. И когда ты живешь, и я начала чувствовать, что мне чего-то не хватает. После этого Мгм. у меня был день рождения в мае, и у меня подруга спрашивает, что тебе подарить? Я говорю, подари мне книгу. Она спрашивает, какую книгу? Я говорю, не знаю, мотивирующую какую-нибудь. Потому что депрессия у меня была. И они мне подарили книгу на день рождения, я ее прочитала вот как раз летом. Называется «Кафе на Мгм. краю земли». Может, кому-то будет интересно, да, об этом Как узнать. называется? Повтори, пожалуйста. «Кафе на краю земли». М. Вот. И
после прочтения книги там как раз говорится о цели существования в этом мире. То есть я начала в себе копаться и вспомнила то, что я хочу заниматься, то есть давно мечтала заниматься именно волонтерством. И с лета я усиленно начала искать уже такие волонтерские проекты, волонтерские программы. Очень много я искала их. Прям, ну, там разные есть программы в разных странах. Есть в Европе, в Азии, вот в Африке. Но меня больше тянуло, конечно, сначала в Африку. И потом я наткнулась в Инстаграме случайно на одного мальчика, который тоже приехал в Африку во время пандемии. Он здесь прожил полгода и тоже волонтерил, получается. Я на него подписалась. И у него были цели приехать сюда как раз-таки в эти даты, в октябре, в конце октября, как и я хотела. И он сейчас борется против женских обрезаний в Танзании. То есть в Танзании это запрещено законом. Да, это запрещено законом, но все равно местные, ну, именно такие традиционные... Придерживаются своих традиций, да? Да, да, они все равно как бы это делают, и сейчас он вот ездит по Танзании, по школам, например, и рассказывает это детям, то, что вот так делать нельзя. Вот. И я очень сильно этим заинтересовалась. Я с ним переписывалась до отъезда еще в Грузии, когда была. Он мне ответил, то, что он поехал туда сам, без какой-то программы, без какого-то проекта. Вот. И ну, смело. я подумала, да, но он сам из Англии, поэтому он еще ездил в Африку в 2011 году, по-моему, поэтому у него есть уже какой-то опыт. А я человек, который без опыта, мне было бы удобнее в первый раз поехать через какой-то проект, да, через какую-то организацию. И когда в очередной какой-то день я тоже листала, искала вот всю эту информацию, я наткнулась на статью Forbes, там как раз тоже напечатали про волонтерство в Танзании. На Занзибаре там девушка волонтерила через нашу организацию, через которую вот я сейчас приехала в Танзанию. И я сразу такая увидела ссылку. Там была прямая ссылка, я сразу через нее перешла. Я даже не заметила, как я оставила заявку, и все. Я ждала дней 5. Я уже думала, мне не ответят. И через 5 дней... Ну, 5 дней это быстро. Да, это очень быстро на самом деле. Я уже маме заранее написала то, что вот я отправила свою заявку, свою кандидатуру. Мама как меня, они конечно, отнеслись, поддержала. кстати? Близкие? Твои родные, твоя семья, да. Моя семья, ну, мама за меня очень сильно обрадовалась, потому что она знала то, что я такой человек, то, что мне это нужно. И она меня всегда поддерживает в каких-то моих решениях, даже если они какие-то, ну, скажем так, сумасшедшие, да. Вот. И когда мама сказала уже об этом дедушке, дедушка у меня учитель географии, и он, оказывается, тоже очень мечтал, и в детстве он тоже рассказывал много чего. Может, это еще отразилось на мне, не знаю. Вот. И он очень обрадовался, и он сказал, так сказал, то, что вот, ну, я для семьи Люда, то, что Люда исполнила мою мечту, так он сказал. Это очень мило, да. Да. Вот. Но все отнеслись хорошо, потому что друзья мне тоже об этом... Да, друзьям я тоже об этом рассказывала всегда, и они были готовы. Ну, конечно, многие знакомые такие сразу, да ты что, Африка, антисанитария, ну, наверное, ты знаешь, да, Наташа? Да. Стереотипное впечатление. Да, столько болезней, да там, в общем, криминал и все такое. Убивают всех, да? Да. А так не боялась сама? Как ты? Как тебе это было вообще? Перемены эти? Нет, я не боялась, наоборот, такие шаги для меня это, ну, они меня закаляют. Они меня закаляют, и даже вот участие в прямом эфире, да, это такой шаг для меня, на самом деле, ответственный. Ну, никогда у меня такого опыта не было. И чем бояться, вот стесняться, переживать, почему бы и нет, это же
получается, человек выходит из зоны комфорта и немножко Конечно, расширяет да. свои границы. Вот, поэтому Мгм. никогда ничего не бойтесь, не отказывайтесь, принимайте участие во всем. Вот. Ну да, я вижу, ты человек приключения тоже. Да, это точно, да. Мгм. Вот. Людмил, расскажи, пожалуйста, вот когда мы говорили, что, Людмила согласилась с нами на прямой эфир, ну, для нас это было очень, потому что вначале у нас была Наташа, да, вот 2-3 месяца назад, и мы прямо, вау, Южная Африка, у нас было столько вопросов, и к тебе же такое же количество вопросов. Вот пишут, восхищаюсь тобой в комментариях, Мгм. и вопрос еще поступил, как ты покупала билеты в Танзанию, какой маршрут, кто встретил в аэропорту, и в целом, как проходила вообще первая неделя твоя? Да, там есть такая Интересный смешная вопрос. история, сейчас расскажу. Мгм. Я билеты покупала, ну я же жила в Грузии, я брала билеты из Тбилиси через Дубай. У меня была там пересадка около 8 часов. И в Дубае сразу на Занзибар. Там лететь, я уже не помню, около 4 часов, по-моему, надо было лететь. Около 5 часов, где-то так. Вот. И меня встретила моя волонтерская организация, там 2 мальчика, это мои кураторы, и у них была табличка с моим именем. А я выхожу, то есть я такая только прилетела, уставшая, очень жарко, я в рубашке, в джинсах, я иду и такая ищу свое имя, вижу в табличке написано Людмила Эверстова, я такая к ним подбегаю, уставшая, счастливая, такая, это я, привет! Они такие друг на друга смотрят и молча забирают мой чемодан. Ну, смотрят на меня и не понимают, почему я азиатка. Потом Да, есть такое. Да, после этого они, оказывается, ну, потом они мне рассказали то, что, оказывается, они ждали девушку славянской внешности из России, а тут я такая прибегаю к ним, такая, это я, Людмила Эверстова. Вот они были в шоке, они не ожидали то, что они увидят азиатку из России именно. Девушка, покажите паспорт. Да, это вы. Да. И мне было прям очень смешно из-за этой ситуации. Я не знала, я думала, почему они так на меня посмотрели странно. Вот. И Что ты подумала о климате, когда ты приехала туда первый раз? Ой, было очень жарко прям. И это же мусульманская страна. Ой, да, не страна, а остров сам Занзибар. На 90% местное население это мусульмане. И, конечно, я не одевалась так прям открыто, в шортиках я не ходила. Я ходила первое время в джинсах. Потом, конечно, я уже не могла ходить в джинсах. Я купила себе такие штанишки-разлетайки, ну, чтобы было нормально. Вот. Да и в школе тоже нельзя ходить в шортах, да, как бы это школа, там у них у всех униформа, поэтому я придерживалась более такой традиционной одежды. Ничего открытого, никаких маек, шортиков, да, все такое закрыто. Уважение к быту и культуре, да, скажи? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, про то, как вообще, чем ты занимаешься, потому что еще вот поступил вопрос, чему ты обучаешь детей, на каком языке? Да, получается, это такая маленькая школа, и дети, я обучала 1 класс, это дети 5-6 лет. Они вот уже знают, да, какие-то слова на английском, то есть они умеют читать, ну вот базу они такую уже определенную знают, да, для их возраста. И я обучала их на английском языке, и у меня была учительница со мной всегда, как бы я была ассистентом этого учителя, их учителя, классного руководителя, можно сказать. И когда они не понимали, что я говорю, учительница, ее зовут Насра, ей 22 года, она переводила им на родном языке их, на суахили. Вот.
так мы и общались с детьми. Они еще ко мне во время перемены подходят и что-то говорят на суахили так быстро, еще так сладко. Они же такие, ну, маленькие же. И я такая, я говорю, я не понимаю. И потом перевожу через учительницу. Да. Вот, ну да, я, получается, их обучала именно базе. То есть у них у всех там это вычитание, ну, то есть цифры, алфавит, Буквы. какие-то слова новые на английском языке. Это как программа И первого класса. примерно, да, примерно так. А как детки к тебе относятся? Ой, перебила. Дети... Не-не-не, говори. Очень хорошо, они тоже в первый раз видели такого азиата, как я. И да, прям, очень конечно, интересно. Да, им очень интересно, и они прям очень радовались, когда я говорила с ними на суахили. То есть я совсем чуть-чуть знаю, там, например, я могу представиться, спросить, как дела у них, сколько мне лет сказать, спросить, сколько вам лет. И они прям такие, прям на меня так смотрели. А так, когда во время обучения они сидели тихо, но когда выходила учительница, они сразу такие, а я не могу их успокоить. Они сразу ко мне подбегают, начинают дергать, такие, посмотри на мою работу, посмотри на мою работу. Вот. Ну, у нас, да, с детьми прям теплые отношения, я прям очень к ним привыкла, но я одну неделю пропустила, получается, я месяц проработала в школе, но одну неделю я пропустила из-за болезни, примерно, да, вот одну неделю где-то. И мне учительница, и мне каждый день писала учительница, зауч, директор, как ты себя чувствуешь? Я говорю, хорошо, хорошо. Дети спрашивают, где тича Мила? Да, короче, ты им запала в душу. Я не знала то, что у них учебный год заканчивается в декабре. Это не как у нас, да, вот летние каникулы, и у нас заканчивается учеба в мае. У них здесь у нас в ЮАР тоже, кстати, учебный год начинается в январе. Вот, и я такая, да, такая не знала об этом. Потом мне сказали, что да, у нас заканчивается в декабре. И в декабре как раз вот я выкладывала у себя в Инстаграме, как мы съездили на пляж с детьми вместе. То есть там были все учителя, были дети, они там купались, играли, футбол, догонялки, классики. Вот, потом у нас был обед, очень вкусно накормили нас. Вот. И это было вот празднование окончания года учебного. И в школу они уже пойдут после вот праздников в январе как раз. Январе. Вопрос поступил, наверное, и может и Наташа ответить, и Людмила. Почему завелось так, что, например, в Южной Африке, а также в Танзании учебный год начинается в январе, заканчивается в декабре? Ой, может, Наташа ответит? Отвечай, Мила. Я после тебя. Может, связано ли это, я не знаю, с климатическими условиями? В общем, в ЮАР это связано с Крисмас. Крисмас — это самый большой праздник, да, наверное. И так как мы южное полушарие в ЮАР, у нас же, получается, когда у всех там зима, у нас наоборот лето, у вас да? лето? И вот, чтобы детки больше отдыхали летом, в плюс 35, мы идем в школу в конце января. Ага, понятно. Тогда, в принципе, как у нас, климатически это завязано. Да, чисто из-за климата. Ага, вот просьба поступила. Можно пожелать доброй ночи Якутия на суахили? И планирует ли Людмила остается ли Людмила в Танзании, на Занзибаре? И у Натальи тоже. Я тут Наташа, навсегда, наверное, ребята, ты я в ЮАР. Спокойной ночи, Якутия. Спокойной ночи я не смогу сказать. Доброй ночи, я забыла, ночь как будет. Это Хабария. Я не знаю, может, кто-то сейчас смотрит меня из Танзании. Подскажите мне, как была ночь. А в это время Наташа тогда скажет: спокойной ночи, Якутск. Могу сказать на английском, так как это наш государственный язык.
У нас есть 10 племенных языков, которые я точно пока не буду учить. Наташ, помнишь, у тебя, Да. помнишь, мы еще смеялись с этим, с кликанием? Это язык Хоса. Ага, вот на нем ты не можешь сказать? Нет, это самый тяжелый, кстати, язык, который мне дается. Я не могу вообще произнести его. Да. Вообще не могу. Вот хоть убейте, не могу. Но мой сын, кстати, может. Да, вот ты же говорила, что у него так это натурально получается. Да, у него так натурально это получается. Когда ему год исполнился, он сразу начал эти звуки. Ага, а я не могу почему-то кликать, да. Гены. Да, гены. Да, вот что Да. детский мозг. Еще поступил вопрос, Людмила, ага, кто-то отвечает. Усики Муэма, я правильно читаю? Усику Муэма. Спасибо. Нам могут помочь Google Асан-сан. переводчик. Помощь дала, правильно? Да, помощь дала. Асан-сан. Отлично. Как тебе кухня, кстати, в Танзании, на Занзибар именно? Кухня... Я как человек, который вырос в Якутии, я люблю мясо. Именно натуральное мясо, которое вот у нас только в Якутии есть, да? Наверное, об этом все знают, даже те люди, которые живут в Москве и в Санкт-Петербурге, Да. потому что самое вкусное это в Якутии. Вот. И, конечно, мясо не сравнится с якутским, но здесь из-за того, что тут Индийский океан, тут в основном морепродукты, а морепродукты я особо не люблю, поэтому я где-то там курочку поем, где-то говядину поем с рисом, лапшой, картошкой. Вот как-то так я питалась. Как тебе вообще в целом национальная кухня? Национальная кухня... Что значит национальная кухня Занзибар, вот, допустим, или Танзании? Вот какое именно блюдо самое популярное? Ой, ну, это, скорее всего, здесь... Давайте я расскажу вот традиционный обед, который я пробовала у директора школы. Давай. Мне очень прям понравилось, как они рис приготовили. Я не знаю, вот что его жена туда добавляла. Я спрашивала, но очень много специй она туда добавила, но я так и не поняла, что это было. В общем, там... Это не бриани? Он меня позвал, да, он меня позвал, чтобы поблагодарить за то, что вот... Кстати, вот мы же сбор сделали с друзьями и помогли купить стройматериалы для школы. И он еще раз вот меня позвал, еще раз отблагодарил за это. Ой, молодцы, ага. Я хочу еще раз, если меня друзья смотрят, и те люди, которые отправили деньги, я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы сделали такое добро для школы. Вот. И я вообще молодцы, спасибо вам, да. Да, это прям... Я удивилась, то, что в моем окружении столько неравнодушных людей, столько добрых людей. И спасибо, ребята, вы классные. Вот. И получается, ну, традиционное прям... Это, да, они вот варят рис с каким-то соусом, например, или обычный рис, добавляют туда овощи, обязательно у них картошка, рыба жареная рыба была, курица в таком вкусном соусе была, это реально был очень вкусный соус, наверное, в моей жизни, это была самая вкусная еда на Занзибаре, которую я пробовала, у них дома. Наверное, потому что это домашнее и сделано с любовью, да, с душой приготовлено. И вот, да, получается. И, конечно, фрукты на столе. Я не знаю, вот этот соус, специи. Но я особо не люблю такие вот наспецованные блюда, да, потому что я привыкла к тому, что мы, якуты, саха, мы добавляем просто соль, перец и все, да. Перец, может быть, кетчуп, да. Да. И мы не переживаем сам вкус мяса, натуральный вкус мяса, поэтому я привыкла к такому. А здесь очень много специй, и как в Грузии то же самое, очень много специй, да, везде, и что перебивает, ну, сам вкус продукта.
Поэтому я... Ну, для Африки это нормально, больше специй. Да, В да. целом для жарких стран, мне кажется, специи как раз помогают сохранить качество, например, мяса, Да. вкус. Если что-то Да, пошло да, не да, так, да. то это специи. Да, да. Да. Да, ну, я к этому не привыкла, поэтому я беру что-то такое простое. Там рис Мгм. обычный и обычную курицу в каком-то самом простом соусе, без всяких специй. А вот прям Ну, такие супер да. фирменные блюда занзибарские я, честно, не пробовала, потому что я боюсь рисковать. Но мне кажется, Ну, в это следующий приходит. раз, если решишься попробовать, обязательно нас отметь, нам очень интересно посмотреть. Хорошо. Мгм. Да, мне кажется, именно к кухням мира надо быть открытым, пробовать, и, в принципе, потом тебе будет уже нравиться, потому что китайская Да, кухня есть для меня такое. была, ну, это все остро, а сейчас, когда я уезжаю куда-нибудь и думаю, я хочу китайскую еду. Да, Да. китайская Я еда. тоже здесь привыкла. Мой муж первое время жаловался, что я кроме соли и перца ничего не кладу, да, Аналогично. в еду. Да. Но сейчас я не могу вообще без острова тоже. Ну, Вот, так что все придет. Мгм. ну да. Людмила, к нам поступают вопросы, давай ответим на них. Про Да. образование был вопрос. Обучаются ли мальчики и девочки раздельно? Если да, то со скольки лет это начинается? Я знаю то, что есть на Занзибаре, в Стоунтауне школы, где учатся дети раздельно, то есть отдельно мальчики, отдельно девочки. Но именно в моей школе все вместе учились. Мгм. В старших классах Мгм. было очень мало детей, где-то по 5 человек. Но в основном это вот первый, второй, третий класс, там было по 40 учеников. Это очень много на самом деле, потому что концентрация снижается, да, вот и у Невозможно всем учеников, уделить время. и, Мгм. да, и у учителей, поэтому я не знаю, почему они так много набирают. Ну, хотя в России тоже по 35 детей же бывает в Да. классе. Вот, а Да, так, да. наверное, нехватка просто кадров и вообще зданий, школ, может быть, Мгм. тоже. Для Африки это вообще, ну, нормальная история. Да, Мгм. вот. Людмила, еще вопрос есть про путешествия по Африке. Именно, наверное, я имею... Африка, она большая, и когда люди просто говорят «Африка», ну, это совершенно ни о чем не говорит, да, потому что у всех разный уровень, У всех социально-экономический. разная Африка. Да. Да. А если говорить о твоей, о Танзании, о Занзибаре, стоит ли бояться каких-то болезней? Прививалась ли ты против малярии, например? И в целом, насколько безопасно на острове и в целом в стране? Мгм, хорошо. Да, я сделала вакцину против желтой лихорадки. Мгм. Это было в Грузии еще, да. Потом я сюда Мгм. прилетела, у меня никто ничего не спрашивал. Видимо, на Занзибаре об этом не спрашивают. На Я твой такая, страх и риск. да. И получается, здесь первое время я, конечно, боялась выходить на улицу одна, потому что темнеет где-то в 6-7 темнеет. И в это время обычно я сидела дома. Но потом, когда я уже познакомилась там с ребятами, с кураторами, да, своими, мы могли спокойно ходить вечером. Ну, я могла с ними вместе ходить вечером спокойно, а одна, конечно, все равно я не выходила. Не из-за Мгм. того, что я боюсь или еще что-то, просто, ну, зачем ходить ночью где-то в другой стране, одной девушке, тем более я Зачем такой, себе искать проблемы, да? да, интересной внешности для них, вот, поэтому я не рисковала. Да и Мгм. надобности не было у меня никакой, вот. А так, в целом, здесь безопасно, мне кажется, потому что люди здесь настолько добрые и открытые, то, что ты не думаешь, что они тебя где-то за углом там, не знаю, что-нибудь сделают. И Стоунтаун, город, да, в котором я живу, он такой весь как лабиринт. И я постоянно, даже если я иду с Мгм. картой, я постоянно терялась. Я такая,
опять не туда свернула. И люди видят местные, то, что я иду такая потерянная. И они такие, куда ты идешь, что ты ищешь? Я говорю, то-то, то-то. И они меня прям провожают до того здания, к которому я иду. И сейчас мы на Нунгве, это вот пляжный, да, такой район. Ко мне прилетела подруга, и мы с ней немного сейчас отдыхаем. У нас пляжный отдых. Но здесь тоже безопасно прям. Нас, конечно, предупреждали девочки из России, с которыми мы познакомились. Мила, привет, если ты смотришь. И они сказали, что лучше вечером не ходить, потому что все равно, ну, для своей же безопасности Мало ли. лучше. Да, в любой развитой стране и в неразвитой, мне кажется, не стоит ходить по ночам. Да, конечно. В час Тем ночи, более, да, одной. да, в час ночи никакие добрые люди по улицам Да. не ходят. Вот именно. Мне даже в Якутске страшно ходить вечером одной. Я постоянно оборачиваюсь, когда я иду. Поэтому Конечно. это, мне кажется, не зависит от местности, да, какой-то. То есть это везде может быть что-то случится такое. Не только в Африке, везде. Да. Говоря о Стоунтауне, кстати, хотела спросить про дом Фредди Меркьюри. Да, я проходила... Посещала ли ты уже? Собираешься ли? Я поснимала, но внутрь я не заходила. Там, когда я хотела, там было слишком много людей, я думала, ладно, в следующий раз. Поэтому, ну, я вернусь еще в Стоунтаун, поэтому могу пойти и поснимать, если тут у нас есть фанаты Фредди. Конечно, я фанат. Я хочу посмотреть. Хорошо, я тогда пойду и сниму. Да, Спасибо. было бы очень здорово. Да, что люди местные говорят о Фредди Меркьюри? Ой, ну там проводится совсем рядом, ну город-то сам маленький, и там вот есть форт, где проводится как раз-таки фест. Фестиваль проводится как раз в память о Фредди. Но прям так, я не сильный фанат такой, и я не спрашивала, я не уточнялась, как относится местное население. Но многие, кстати, говорят, то, что это не настоящий его дом, это просто... Где он родился? Скажем так, просто для туристов. Да, или так вот, то, что это не тот дом, где он жил. Это тот дом... Ну, наверное, вокруг дома все равно продаются, да, всякие мерчи, там, как сказать, сувениры Фредди Меркьюри. Вокруг дома нет, но, скорее всего, внутри. Потому что если бы продавали снаружи, никто бы, наверное, внутрь не заходил и не платил за вход. Пишут, Наташа, привет. Пишут, что привет, есть среди нас фанаты Queen и Фредди Меркьюри. Особенно в Якутске не стоит ходить по ночам. Коль скоро у нас разговор пошел о ценах, да, о входных билетах и так далее, там у нас, кстати, был вопрос по поводу уровня жизни на острове и в целом в Танзании. Что ты можешь сказать? Вот, например, сколько стоит булка хлеба, литр молока, чтобы мы могли сравнить, и примерно, если ты знаешь, какой средний доход у среднестатистического. Да. Булка хлеба стоит 1000 шиллингов, это примерно 30-35 рублей. Молоко в пределах 100 рублей, 4000 стоит. Нет, даже выше получается, 130 рублей примерно молоко стоит. Я удивилась, да, цены здесь на самом деле, ну, не низкие, потому что уровень жизни -то невысокий далеко. И получается, местные зарабатывают намного ниже. Мне кажется, средняя заработная плата у них где-то $150, возможно. И цены на продукты, они высокие. Возможно, это еще для музунгу. Музунгу — это вот белый человек, иностранец. Это вот есть музунгу прайс, специальный для иностранцев. И когда я ходила на базар, в маркет, точнее, ну, это рынок такой, да,
Я иду и смотрю то, что написано картошка 1000 шиллингов, то есть это 30 рублей, да, примерно килограмм. А меня заводят куда-то внутрь, короче, и такие набирают, я говорю, 1 килограмм картошки, 3 лука, там, 2 помидора, огурцы. И мне говорят, 25 тысяч шиллингов. Это примерно, ну это очень много, это примерно 800 рублей, хотя я купила очень мало. Я говорю, это мзунгу прайс. Я говорю, мзунгу сина песо, то есть у меня нет денег. Сколько денег? Они такие, нет, это local price. Я пишу куратору Муди и так и спрашиваю, Муди, это нормальная цена? Я говорю, вот я купила, хочу столько-то, столько-то. Он говорит, нет, это максимум выходит где-то 8 тысяч шиллингов. И я такая, нет, вы мне говорите мзунгу прайс. Я говорю, говорите мне local. И начала считать, так, я видела картошка, килограмм картошки, там 1000 шиллингов. Ага, я взяла килограмм, это 1000 рублей. В общем, они такие, хорошо, давай 20. Я говорю, и считаю дальше. Они такие, давай 15. Я говорю, нет, 10, говорю. Они такие, хорошо, ладно, 10. Ну, вот так вот, у них вот, когда они видят иностранцев, они могут завышать цену. Это, в принципе, везде, мне кажется, в туристических странах. Ну, а в итоге они там потом понижают цену, если с ними ахсарский. Вот, и я же научилась здесь торговаться. Я раньше вообще не умела торговаться. То есть я понимаю, когда, если бы я была бы туристом, я, наверное, купила бы и за 25 тысяч шиллингов, да, вот эти овощи. Но когда я понимаю, что я тут живу, и мне надо жить еще 2 месяца, да, к примеру, то есть я с такими ценами давным-давно бы уже разорилась, я бы там, не знаю, на улице ночевала бы. Поэтому я, конечно, начала вынужденно торговаться со всеми, говорю, и такая, нет, это, говорю, мзунгу прайс, это мзунгу прайс. Они такие, нет, это локал. Ну, пытаются, конечно, на мне там немножко заработать. И когда я начинаю говорить, типа, нет, я заплачу, например, 12 на суахили, они такие, потому что туристы, они не знают, им не надо учить, да, вот эти вот ну, счет этот, и тем более там, местный язык, до 10 можно выучить, но чтобы там 25, 28 или что-то такое говорить, они не знают, поэтому, когда я говорю на суахили, они сразу такие, ну ладно, хорошо, и снижают. Ну вот, преимущество знания, ну, немножко суахили. Да, местного языка. А так в ресторанах, например, здесь цены, возможно, как в Якутске, может где-то чуть выше, где-то чуть дешевле. В таких локальных кафешках местных, там, конечно, намного ниже прайс. Говоря о ресторане, что насчет самого знаменитого ресторана The Rocks? Не знаю. Наташа, знаешь, еще не была? Вообще реально попасть? Не знаю даже. Ну, у меня не было в планах вот прям сильно тратиться, поэтому я не позволяла себе такой роскоши. Поэтому я питалась в таких локальных кафешках, где подешевле. Вот. Ну да, конечно, правильно. Когда кто-то... Чтобы ассимилироваться, нужно, да, ходить в места, куда местные ходят. Да. И да, когда я встречалась с друзьями, я могу, да, сходить с ними в кафешку, в ресторан, покушать. Но это, как правило, не местные, это те, ну, это тоже иностранцы, ребята из разных стран, из других стран, то есть. Людмила, вот я наслышана, что на Занзибаре северная часть — это полностью резорты, да, туристические, супер люкс отели и так далее. Ездишь ли ты туда? Вообще, что они из себя представляют? И, допустим, бывают ли там местные в плане для пляжного отдыха? Мы сейчас как раз с подругой находимся вот на северной части, это Нунгви, да, пляж, это самый такой хороший курортный пляж получается, и здесь тоже есть там разные Хилтоны, хорошие гостиницы, и отдых здесь прям, ну, прекрасный, конечно, вот наш отель, ну, простенький, и у нас прям видно Индийский океан сразу за окном. Классно. Да, это, ну, в 100 метрах где-то уже начинается океан.
И местные, тут есть местные, да, свои, вот деревенские, это как деревня получается, деревенские местные, но они все работают, конечно, на туристов. Они на туристов работают. А так очень много танзанийцев, но именно с материковой части. С Дар-эс-Салама, вот с Аруши, Килиманджаро, вот они оттуда приезжают отдыхать именно сюда на пляж. Вот. И они, кстати, вот они не мусульмане. Там же в Танзании, на материковой части, да, там где-то мусульман 40%, наверное, только. Ну, Вот. интересно. Я И они думала, прям, там большое девушки прям количество. такие красивые, потому что здесь же девушки, они закрываются платочками, а те, кто оттуда приезжают, они прям, ну, у них косички такие красивые, прям, они открыто так одеваются, еще не стесняются никого, ну, прям очень красиво они выглядят. Ты соскучилась по такой нашей светской жизни, в плане не религиозной. Ну, да, конечно, тяжеловато, когда ты живешь в такой мусульманской среде, многого себе не позволяешь. Но вот здесь как раз-таки на Нунгве, кстати, можно вот ходить спокойно в шортах, в купальнике, но в Стоунтауне там тоже рядом есть пляж, но я не рисковала там купаться, ну, я стесняюсь сама просто. А так, конечно, да времени даже не было скучать как будто. Я пока наслаждаюсь этим моментом здесь. Вот. Ну, это опыт. Да, это очень... Да, ни с чем не сравнимый. Несравнимый. Уникальный. Ага. Поступил такой забавный вопрос. Били камар бара, бен күйір статағана почти бар тағыры детчилер дейді. Ол тұғына Малярия. Здесь нет малярии на Занзибаре. У нас тоже нет малярии в ЮАР. Так что улдеки варяхатан надо. Или варяхатан надо. Малярия, олоксох. Наташ, а какие еще у нас были вопросы? Так, я хотела бы узнать, как дела обстоят с ковидом. На Занзибар, давай скажем, так как ты там сейчас. Ну, да, как местные говорят, здесь нет короны. Да? Реально, по ощущениям, так и есть. Никто маски не носит. Маски носишь только тогда, когда заходишь в больницу и в здание правительства, например. Вот. Только тогда. В двух случаях. Больница и здание правительства. Я тоже спрашивала у знакомых, как вообще с короной, и сейчас же еще тем более новый штамм, омикрон. И они такие, нет. Тут есть автобусы Дала-Дала, да, называются. Там все вот так битком сидят. Я один раз прокатилась в своей жизни и больше не хочу. Вот там реально корона таем в этом автобусе маленьком. Это ну, даже в России, да, в метро короны нет, как бы. Да. Угу. Вот, и все... Я спрашивала тоже про вакцинацию. У меня вот знакомые местные, они не вакцинированные. Не заставляют правительство? Нет, вот, кстати, не заставляют. Не заставляют. Здесь, по-моему, китайская вакцина была. То бишь, туристы могут вообще заехать спокойно, без ничего? Или нужно что-то? Чтобы сюда прилететь, нужно сдать просто ПЦР-тест и все, показать на границе, и все, больше ничего не требуется. Кстати, виза нужна? Виза для россиян? На месте. Удобно? Да. Берем на заметку. Берем на заметку. Да, берем на заметку, ага. Ну, не знаю, может с новым штаммом что-то изменится, да, вот именно в правилах пересечения границ, ну, вообще во всем мире. Не только в Танзании, а везде, скорее всего, что-то будет ужесточаться. Да, ЮАР уже закрыли для въезда во множество стран. Скажу такое, то, что я знаю, да, от местных здесь про этот омикрон. Его, говорят, завезли то ли с Европы, то ли с Гонконга в ЮАР. И так как в ЮАР очень много лабораторий, потому что у нас тут как бы ВИЧ, да, там
спит. У нас очень много лабораторий, которые быстро могут, ну, узнать вот эти вот новые вирусы и штаммы. И из-за того, что наши ученые первые распознали, и все теперь говорят, ну, что это у нас образовался он. К нам на самом деле его завезли, и нас сейчас, ну, наказывают, закрыли, и очень много африканских стран вообще очень недовольны, то, что это несправедливо, и у нас намного меньше заболевших, чем в той же Европе. Да, ну и плюс, мне кажется, по данным говорили, что в основном заболевшие это ВИЧ-инфицированные, у кого уже иммунитет очень слабый. Да, вообще да, может, и, соответственно, у нас тоже уже в Сан-Франциско первые случаи выявлены, поэтому... Да, ну... Здесь, по-моему, пока мы выживем, да? У нас что еще хотела я спросить? Вот про транспорт мне интересно, так как это остров, как вы передвигаетесь? Ну, получается, есть рейсы и паром. Паром а вот на острове? А по острову? По острову... Там велосипед, мопед. Мопеды, да, называется бода-бода. Это вот автобусы, это дала-дала. И такси, машинки. Интересно, что они повторяют, да, дала-дала. Бода-бода, дала-дала. Ну, язык, на самом деле, такой... Он не сложный, на самом деле, но немножко такой... Ну, вот, да, дала-дала, бода-бода. Симба. Ну, в смысле, легко воспринимается на слух. Воспринимается нормально. Ну, вот, например, меня зовут, да, Нинаид Вамила, Нинамяка и Шевенина Нани. Это вот, меня зовут Мила, мне 28 лет. И вот есть мультик «Король лев». И его же зовут Симба, а это в переводе означает «лев» в суахили. И я только об этом узнала здесь. Я такая, серьезно? У нас, кстати, в ЮАР есть целая компания, они чипсы делают, Симба называется. Тоже. Лев? Да, король лев везде. Да. Кстати, хотели мы очень спросить, как переводится Хакуна Матата? Хакуна Матата — это без проблем, то есть нет проблем, без проблем, не волнуйся, не переживай. Вот это все Хакуна Матата. Все будет хорошо, да? Все будет хорошо, да. И они каждый Хакуна Матата, Хакуна Матата. И мы такие, да, Хакуна Матата. И давай я немножко расскажу такую смешную историю. Здесь на Нумбии, да, вот пляжный район, очень много местных, которые знают русский. Их за один сезон, да, за прошлый сезон наши русские научили русскому языку, и они такие подходят к нам. Россия? Мы такие, да. Я капитан Володя. Я такая, Путин, что ли? Они такие, да, Путин. Ну, то есть они уже научились русскому языку, и некоторые прям очень хорошо говорят. Вау, классно. Разговаривают. И тоже недавно, вот видишь, масаи, да, традиционные такие, ну, африканцы. Один из них ко мне подходит и говорит, привет, как дела? Меня зовут Тимати. Я такая... Без акцента, да, еще? Да, просто всем дали уже имена, всех научили русскому, всего за один сезон. Это прям меня очень сильно удивило. Да. Ну, классно, интересно очень. Ну, это очень смешно, когда они говорят на русском. Вопрос, Людмила, насколько гостеприимный народ? Ну, пишут африканцы, но я подразумеваю, что именно в Танзании. Занзибарцы, да, ну, танзанийцы, занзибарцы, они прям очень гостеприимные, они прям очень добрые, такие счастливые, вот везде Хакуна Матата, поле-поле, то есть не спешите, спокойно все. И отзывчивые, самое главное, и доброжелательные. То есть я ни разу не слышала, чтобы меня там кто-то обзывал или еще что-то. Все, наоборот,
хотят помочь тебе. Недавно тоже мне писал один парень, который здесь был в прошлом году. Он говорит то, что да, местные, ну, их удивило то, что местные люди очень добрые, несмотря на то, что здесь, ну, как бы бедность, да. Люди очень счастливые, добрые, везде хакуна матата, поле-поле. Вот. Радуется тому, что Правда, есть, да, стабильные. в общем? Да, да. И какие твои планы? Вот у нас по времени наш веселый эфир подходит к концу. Да, сейчас, получается, у меня подруга, мы здесь до воскресенья, дальше я возвращаюсь в Томтаун, и, как я ранее говорила, я связалась с тем парнем, который сейчас в Аруше помогает, ну, то есть борется против женских обрезаний. Я ему написала, но он мне еще не ответил. Надеюсь, что он мне ответит. Но если он мне не ответит, я постараюсь выйти через свою организацию волонтерскую, ну, попрошу своих кураторов помочь мне, чтобы они смогли вот найти выход к этой организации, да. И хочу вот последние 3 свои недели вот побыть там, тоже в качестве волонтера. Здорово. То есть ты будешь проводить просветительскую работу. Да, да. Там получается, да, это дом для девочек, которые подверглись обрезанию, либо девочки, которых, ну, родители хотят. Это больше как психологическая помощь, да? Морально Да. помогать тоже. Вот. Хочу От себя бы я хотела тебе сказать, что вот я вообще тобой очень восхищаюсь. Это очень благородно то, что ты делаешь. И я надеюсь, что ты реально поможешь кому-нибудь, да, там кто-то, наверное, реально нуждается в твоей помощи. И да, и будь осторожна, конечно же, и волонтерство все-таки, да, это не курорт. Ну да. Вот. Да, спасибо большое. И могла бы ты, конечно, еще раз озвучить условия конкурса для тех, кто только зашел? Да, конечно. Вчера я купила такие 2 замечательные, прекрасные картины ручной работы и не знала, кому подарить. И тут выпал такой случай как раз, может, это судьба была. И хочу разыграть эти 2 картины среди зрителей. То есть условия розыгрыша — это после выхода записи прямого эфира написать в комментариях Акуна Матата, и все. То есть 1 раз Акуна Матата, и мы случайным образом просто выберем победителя и отправим эти картины выигрышу. Куда? Ура! Классно! Отличный конкурс, Людмила, огромное тебе спасибо. И Наташа. Спасибо, Людмила. Спасибо, Вероника. Это вам большое спасибо, что меня пригласили. На самом деле это был такой интересный опыт, и пообщаться с вами тоже мне было очень интересно. И надеюсь, что мы где-нибудь еще встретимся. Да, обязательно отмечай нашу страницу, когда пойдешь в дом Фредди Меркьюри, я буду ждать. Да. Наташа доказала. И меня тоже отметь. Да. Желаю тебе, чтобы все у тебя получилось. Я согласна с Наташей, присоединяюсь к ней, что волонтерство — это огромный труд, и вообще это миссия, да. Я хочу сказать, что вот недавно я читала книгу Мелинды Гейтс, и как раз она в книге называла несколько организаций, которые занимаются волонтерством именно в Танзании и именно по обрезанию девушек, поэтому... Да, стоит тебе посмотреть. Если я найду сейчас, я тебе отправлю в личное сообщение. Хорошо, это очень классно было бы. Да, это удивительное дело, ты прямо с такой широкой душой человек, поэтому мы тебе желаем всего хорошего в наступающем году. Да. Всем пока-пока, спасибо, что были с нами. Молодец, спокойной ночи. Да, вам спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи, пока. Доброе утро вам. Пока-пока.